Оперение творческое и человеческое. Именно такая цель у Всероссийского фестиваля студий творческого развития Константина Хабенского, который в этом году принимает Казань. Сюда съехались дети и преподаватели из 8 городов России – Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Воронежа. И, конечно же, все дни с 22 по 30 июня в деревне Универсиады, где проходит фестиваль, с ребятами работает его создатель Константин Хабенский. Среди других звездных участников Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Тимур Родригес, Эльмира Калимуллина. Атмосферу творческого процесса оперения почувствовала Полина Кострицкая. Сердце слушали? Слушать сердце их учат в студиях творческого развития Константина Хабенского. Они открыты в 8 городах России – Казани, Воронеже, Перми, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Уфе. И уже 4-й год подряд их воспитанники собираются все вместе на Всероссийском фестивале оперения. В программе мастер-классы, импровизации, показы. В студиях творческого развития не делают из детей актеров, подчеркивает сам Константин Хабенский. Из них стараются сделать людей. Вопросы, связанные с тем, чем они занимаются в студии. Это вопросы, связанные с фантазией, с поисками каких-то новых форм, с поиском себя в этом мире. Все говорят на одном языке, на языке фантазии, на языке легкости, на языке, наверное, искренности. На этом фестивале можно увидеть, что надо делать с детьми для того, чтобы они достигли высшего уровня. А что надо делать? Надо работать, конечно же. Но надо работать в разных, бить во все стороны, и по пластике, и по речи, и по актерскому мастерству. В каждом городе ребят по всем направлениям развивают преподаватели и актеры местных театров. Педагог Казанского театрального училища и, кстати, ведущий телерадиокомпании «Казань» Алексей Калиничев преподает в студии уже больше 2 лет. Школа творческого развития – это название, оно не только для детей, но и для педагогов, потому что мы вместе с ними ищем, куда и в каком направлении развиваться. И в этом, наверное, есть особенность вот этой школы. Ученики студии играют на одной сцене со звездами и спасают жизни. Фестиваль оперения 2014 в Казани открылся детским музыкальным спектаклем «Поколение Маугли». Все средства пойдут на лечение детей. Скоро постановку покажут и в других городах страны. Музыку к спектаклю написал Алексей Кортнев. Это история Киплинга, перенесенная в современный мир, который учит детей главным ценностям – доброте, любви и красоте. Вместе с казанскими ребятами в спектакле приняли участие Константин Хабенский, Гоша Куценко, Тимур Родригес и Эльмира Калимуллина. 11-летний казанец Даниил Пасынков сыграл роль Маугли. Мы сначала сделали, как говорится, каркас, а потом все оттачивали самую нудную работу в последние дни делали это. Танцы тоже оттачивали. Было сложно, а потом, когда вышли на премьеру, еще как-то само полилось. Это для них огромный шаг, выход на уже профессиональную сцену. Мне очень лестно, что многие мои коллеги рассматривают этот спектакль как профессиональный спектакль с профессиональными актерами. Кстати, в Казань Константин Хабенский приехал вместе с мамой и сыном Иваном, который был вовлечен во все мероприятия фестиваля. А ты тут, может быть, новых друзей каких-то нашел из Казани? Да. Больше девочек. Все, диета у меня с девочками. То есть знакомиться. А с мальчиком не можно. Фестиваль оперения 2014 будет проходить в деревне Универсиады до 30 июня. У ребят уже состоялась творческая встреча с Чулпан Хаматовой. Следующим звездным гостем фестиваля станет Сергей Безруков. В субботу в Казани он также примет участие в проекте «Литературные дворики». Полина Кострицкая, Игорь Романов, столица.